О самых заметных событиях среды 23 ноября вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Вот основные темы выпуска. В Якутске работает министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Гость принял участие в открытии креативного кластера «Квартал труда». Расскажем подробности. Место для развития креативного бизнеса и площадка для новых проектов. Открыт первый на Дальнем Востоке креативный кластер «Квартал труда». Кто они? Представители творческих индустрий. За Россию алданцы поддержали спецоперацию, выйдя на центральную площадь города с флагами и пламенными речами. 30 лет исполнилось театру юного зрителя Якутии. Это событие отметили на торжественном мероприятии, с чего начинался театр. В столице впервые прошел турнир по хоккею, посвященный памяти Валерия Егорова. На лед вышли 4 команды из Якутска, Мирного и Нерюнгри. Наши корреспонденты пообщались с юными хоккеистами юга Якутии. Минвосток развития России поддержала проект реконструкции нефтебаз в Якутии. Айсен Николаев в ходе совещания по реконструкции объектов компании «Саханефтегазсбыт» рассказал о необходимости модернизации 4 нефтебаз, занятых в обеспечении северного завоза. Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков сообщил, что возглавляемое им ведомство может поддержать данный проект за счет инструментов дальневосточной концессии, но после корректировки его финансовой модели. Новые нефтебазы установят в Белой горе, Жиганске, Усть-Куюге и Хандыге. Это первый в стране проект государственно-частного партнерства в области объектов нефтебазового хозяйства. На эти цели требуются инвестиции – более 6,5 миллиардов рублей. Для нас это важные проекты в рамках создания новой системы опорной инфраструктуры северного завоза. Мы поддержим и предложенный проект по модернизации в первой очереди те нефтебазы, которые были предложены республикой. Сейчас будет доработана финансовая модель с тем, чтобы соответствовать параметрам, установленным Министерством финансов Российской Федерации. Ну и в целом все хозяйство, связанное с доставкой топлива, с доставкой товаров жизнеобеспечения в северные районы Якутии будет объединено понятием опорная инфраструктура северного завоза, которая будет обеспечена федеральным финансированием. Это уже такая долгосрочная программа, собственно, то, ради чего федеральный закон и создается. Место для развития креативного бизнеса и площадка для разработки новых проектов. В Якутске открыли первый на Дальнем Востоке креативный кластер «Квартал труда». К 2025 году в число его резидентов войдут 150 организаций. Подробности в материале Петра Васильева. Почти 15 тысяч квадратных метров пространства, оснащенных по самым современным технологиям. Почти 70 резидентов и безграничные возможности для развития креативных индустрий. Все это открывшийся сегодня первый на Дальнем Востоке креативный кластер «Квартал труда». Кластер создан на базе старого полузаброшенного мясокомбината, построенного еще в 70-е годы прошлого века. В течение нескольких лет архитекторы вели работу над его переоборудованием. Сегодня это современное пятиэтажное здание, оснащенное всем необходимым для того, чтобы создавать контент для развития Дальнего Востока и всей страны в целом. Как отметил глава Якутии Айсен Николаев, территория таких масштабов открывается в макрорегионе впервые. Более того, впервые территория креативного кластера была отнесена к территории опережающего развития. Кроме чисто таких экономических, социальных задач, которые будут решать креативный кластер, это создание новых рабочих мест, это новые виды экономики, занятость нашей молодежи. Я в своем выступлении сегодня говорил о том, что главной задачей, конечно же, является создание контента резидентами нашего креативного кластера, который будет помогать развитию нашей страны в целом. Почетным гостем торжественного события стал министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, который отметил огромную значимость реализации проекта для всего Дальнего Востока. Для многих в России и в мире Якутия ассоциируется с алмазами, с севером, с холодом, с углеводородами, с горнодобычей, с углем. А вот этот суперсовременный аспект, такой драйвовый, молодой, куражный, он для людей является открытием. И, конечно,
на самом деле это результат многих лет работы. И благодаря тому, что здесь уже есть 70 резидентов, и магия будет в том, что все эти люди в одном пространстве будут взаимодействовать и создавать творческий продукт, создавать коммерческий продукт, создавать валовый региональный продукт. Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что создание кластера – это очередной шаг к развитию креативной экономики Якутии. И очередное подтверждение тому, что наш регион – настоящая IT-столица Дальнего Востока. Петр Васильев, Григорий Николаев, Якутск. После торжественного открытия квартала труда Алексею Чекункову и Айсену Николаеву представили студии, оснащенные современным оборудованием. На втором этаже разместились представители творческих индустрий. Подробнее о резидентах и проектах Светлана Амосова. У якутских резидентов сейчас появились новые возможности для развития творческих потенциалов. В креативном кластере «Квартал труда» открыты десятки студий различного направления. Мы сегодня открыли ворота для резидентов, теперь они могут заезжать, ремонтироваться и уже создавать свой контент. Идеология республики, да, вот если вот вся стратегия республики сжать до одного предложения, это богатые, счастливые люди. Ну, богатство, понятно, это экспорт там, нефти, алмаза, угля, золота, то, чем богата наша природа. Но счастливым можно стать только тогда, когда ты реализовал свою мечту. И вот мы про это, вот и IT-парк про это, и креативный кластер. Чтобы снять фильм, написать книгу, записать собственную песню, не надо ехать в другие города. Все это можно реализовать в креативном кластере. Уникальная студия XR. Благодаря его техническому оснащению здесь можно записывать фрагменты для фильмов в реальном времени. Можно менять любые декорации и загружать любой фон. В итоге получится готовый продукт для фильмов и видеороликов. Это первая и пока единственная подобная студия в Якутии. Также в соседних комнатах разместились студии по цветокоррекции, анимации, дизайна и профессиональной звукозаписи. У нас очень много сейчас молодых талантов, которые нуждаются в том, чтобы их поддерживали. И теперь мы можем поставлять настоящую якутскую, нашу родную музыку для того, чтобы ее услышала вся Россия. Перед креативным кластером стоят задачи по развитию новых видов экономики и, в частности, созданию контента, который будет способствовать развитию республики и страны. Алексей Чекунков во время посещения познакомился с его резидентами и был приятно удивлен. Огромного удивления от того, сколько много творческих, мирового уровня, креативных кадров, людей, бизнесов содержит в себе республика. Искусство – это когда люди вкладывают свою душу, и создается чудо. То, что здесь мы видели творческих людей всех возрастов, от маленькой девочки, которая подарила мне книжку сказок и несла в себе мощный символ, легенду, до уже зрелых людей, которые посвятили десятилетия творческой работы. Вот это важно, и диалог поколений. Также Алексей Чекунков отметил, что разработки креативных индустрий в скором времени станут таким же брендом, как алмазы и северный холод в Якутии. И подчеркнул важным тиражировать этот опыт на Дальнем Востоке и Арктике. Светлана Амосова, Семен Семенов, Григорий Николаев, Якутск. Идем далее. Спецсчет в поддержку раненых военнослужащих якутян открыли в республике. Средства, направленные на счет, расходуют на закупку предметов личной гигиены, продуктов питания и личных вещей. При отправлении средств по указанным реквизитам необходимо указать: благотворительная акция «Своих не бросаем». Реквизиты QR-код можно найти на официальном сайте постпредства региона в Москве. Напомним, накануне премьер страны Михаил Мишустин подписал постановление о расчете страхового стажа мобилизованных контрактников и добровольцев. Период участия таких граждан в спецоперации будет засчитываться в их страховом стаже в двойном размере. Между тем, получить помощь специалистов после спецоперации военнослужащие могут в Республиканском центре медицинской реабилитации и спортивной медицины. Врач отметил, что подбирают индивидуальные методы лечения относительно каждого бойца. Напомним, центр начал работу по реабилитации бойцов в текущем месяце. Что входит в медицинскую реабилитацию? Это прием мультидисциплинарной бригады, куда входят врач по физической реабилитационной медицине, врач лечебной физкультуры, травматологи, ортопеды, врач по физиотерапии, врач-невролог. При надобности приглашаются другие узкие специалисты, такие как психотерапевты, психиатры, работа клинического психолога.
Тем временем территориальный опорный пункт Единого координационного центра Якутии во Владивостоке доставлена большая партия дополнительной экипировки. Республика внимательно следит за потребностью мобилизованных и оперативно реагирует на них, обеспечивая наших военнослужащих всем необходимым, в том числе дополнительной экипировкой. Подробности в сюжете. Опорный пункт Единого координационного центра продолжает вести работу по получению и доставке грузов из Якутии, отправленные оперативным штабом, фондом «Якутия с тобой» и неравнодушными жителями республики. Груз распределяется в военные части Восточного военного округа для дополнительного оснащения мобилизованных граждан из Якутии. А также часть груза будет отправлена военнослужащим на линию соприкосновения в зоне специальной военной операции. Работаем вдвоем. Это вот город Владивосток, Уссурийск, также вот Хабаровск. Ребят стараемся обеспечить всем необходимым. Каждый день приходят грузы с города Якутска, например, фонд «Якутия с тобой», фонд помощи Донбасса, служба спасения. Все неравнодушные, пытаемся сейчас в этот нелегкий час помочь нашим ребятам, чтобы они не чувствовали себя одинокими, чтобы им было комфортно. И победа будет за нами. Зимняя экипировка очень практичная, теплая и водонепроницаемая. Сами ребята остались довольны обмундированием и передали слова благодарности и большой привет своим родным. Пользуясь таким случаем, передаю огромный привет своим родным и близким, родителям, жене и детям. Также хочу поблагодарить руководство Республики Саха-Якутия за оказанную помощь добровольцам, которые сейчас проходят военную службу по призыву, по мобилизации. Мы очень благодарны штабу, также добровольческому, кто участвует во Владивостоке, принимает участие во Владивостоке. Большое огромное спасибо за оказанное содействие, помощь и оказание, помощи во всех вопросах военнослужащих. Большое спасибо. Сегодня вот мы получили полный комплект одежд. Республика Саха-Якутия нам помогает. Им спасибо большое. И хочу передать всем Республике Саха-Якутия привет. У нас настрой боевой. И вернемся, увидимся. Все, благодарен. В оперативном режиме доставка экипировки и обмундирования для наших мобилизованных организована на постоянной основе. Как неоднократно заявлял глава Якутии Айсен Николаев, обеспечение наших ребят всем необходимым является приоритетом республики. Лидия Гасанбалаева, Владивосток. И еще поддержки многодетные мамы Якутии шьют теплые шапки и балаклавы для участников специальной военной операции. Акцию проводит Дом художников при Национальном художественном музее республики. Каждый головной убор из флиса украшен традиционным якутским оберегом, который мастерицы рисуют вручную. Волонтеры изготовили 50 балаклав под военную каску и в ближайшее время передадут их в штаб координационного центра. Напомним, первая партия из 80 балаклав отправилась к бойцам в начале ноября. В будущем мастерицы планируют шить не только головные уборы, но и теплые штаны и жилеты. Мы, мамы города Якутска, с радостью присоединились к этой акции республиканской «От мам Якутии с любовью». Шьем к зимним холодам теплые вещи нашим защитникам и всем, кто находится на специальной операции, передаем свою любовь, теплоту, заботу, ведь мамы – это надежный тыл. Приглашаем также принять участие к данной акции «От мам Якутии с любовью». Наряду с другими районами Якутии алданцы поддержали спецоперацию, выйдя на центральную площадь города с флагами и пламенными речами. На митинге работала Татьяна Вахнина. В полдень на главной площади Алдана собрались трудовые коллективы и представители общественных организаций, школьники, студенты и пенсионеры. Мороз не помешал неравнодушным людям принять участие в митинге в поддержку спецоперации. На митинг я пришел со своими ребятами, с Юнави, и как учитель первой школы, со своей школы пришел поддержать такую необходимую
для нашей России как спецоперацию. Да, я считаю, что спецоперация нужна. Множество теплых слов было сказано о тех, кто сегодня участвует в спецоперации, чтобы даровать людям мир, свободу и независимость. Речи выступавших пронизывала гордость и наполняла безграничное уважение и сопереживание. Безусловно, дети должны владеть информацией. И сегодня в акции у нас очень много было желающих детей, хотя старшеклассников приглашали, но у нас было очень много желающих, чтобы выйти на эту акцию. Потому что, я думаю, дети все правильно понимают, правильно оценивают. По завершении торжественной части митинга состоялся флешмоб, подготовленный юными артистами. Собравшихся на площади алданцев объединяло единственное желание – пусть скорее завершится спецоперация и всюду будет мир. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. К другим темам завершилась 43-я очередная сессия Якутской городской думы. Представлен бюджет городского округа на следующий год, а именно его концепция, основные направления и налоговая политика. Депутаты приняли изменения в ряд нормативно-правовых актов, а также внесли изменения в правила землепользования и застройки, а также порядок оформления бесхозной недвижимости в собственность города. Кроме того, принято решение о присвоении наименований элементам улично-дорожной сети в Якутске. Утверждены границы территории общественного самоуправления «Северный». Всего на сессии рассмотрели 17 вопросов. Сегодня у нас состоялась 43-я очередная сессия Якутской городской думы. Мы приняли бюджет города Якутска в первом чтении. В рамках рассмотрения бюджета мы рассмотрели прогноз социально-экономического развития города Якутска. Также мы рассмотрели направление бюджетной, налоговой политики, в целом концепцию бюджета. Если говорить о параметрах, то бюджет города Якутска по доходам у нас составил 10 миллиардов 470 миллионов рублей. Актуальные проблемы и развитие изучения якутского языка обсуждают в Сахатеатре. В пленарной сессии второго съезда учителей якутского языка, литературы и культуры приняли участие 500 делегатов. В современной жизни сохранение и изучение родного языка остается одним из важных вопросов. Сейчас все меньше часов выделяется преподаванию якутского языка и литературы в образовательных программах. Также в последнее время родители неохотно отдают своих детей в якутские группы детского сада и в классы с якутским преподаванием. Эти и другие вопросы обсуждают на втором съезде. В итоге появится новая концепция изучения якутского языка. Мы принимаем новую концепцию воспитания, обучения детей, начиная с детского сада, школьное образование и среднее профессиональное образование. Это такого раньше не было. Есть тенденция, что молодые родители сами не говорят на родном якутском языке, поэтому мы хотим начинать именно с них, со студенчества, чтобы они знали, что родной язык для ребенка даже на стадии внутриутробного развития молодая мама должна знать, какие методы, какие подходы к воспитанию ребенка. В Доме дружбы народов презентовали проекты, направленные как раз на сохранение и развитие государственных и официальных языков Якутии. Мероприятие посвятили 30-летию принятия закона о языках в Республике Саха-Якутия. В формате спич-сессии участники представили свои проекты. Также гости увидели выставку книг, учебников, словарей и методических пособий, разработанных и изданных в рамках госпрограммы. У нас приложение для изучения якутского языка «Сахалы» называется, для детей и взрослых начинающего уровня. Уже разработана оболочка приложения, выполнен дизайн-макет. И также мы проводили фокус-группы на наших потенциальных пользователях, тестировали именно саму методику приложения. Ну и также сегодня я рассказывала про уникальность нашей команды, что я считаю очень важно. У нас в команде есть ребята, которые имеют опыт работы в Яндексе и в образовательном проекте Skyeng. Но любимые герои мультфильмов заговорили на якутском языке. НВК «Саха» запустила детский контент. С помощью мультфильмов руководство намерено познакомить детей с мифами, бытом якутского народа. Также создали образовательные и развлекательные программы на родном языке. Правительство республики ставит цель в развитии родного языка и его сохранении. С этой задачей команда справилась на отлично. Благодаря продвижению родного языка в цифровой среде дети будут лучше знать и говорить на якутском языке, отметил зампред правительства Сергей Местников.
Одним из значимых проектов, которые мы запустили в этот юбилейный для нас год, в год столетия СССР, это перевод российских мультфильмов на якутский язык и создание собственных якутских мультфильмов, которые основаны на нашей культуре, на нашем языке. И перед нами стоит задача, чтобы дети наши Якутии в свободное от учебы время заходили и смотрели наш якутский контент. Такую задачу поставил глава республики перед нами, перед правительством, перед соответствующим министерством, для того, чтобы мы в интернете создали как можно больше контента на родных языках. 30 лет исполнилось театру юного зрителя Якутии. Это событие отметили на торжественном мероприятии. От имени главы и правительства республики труппу поздравила замминистра культуры и духовного развития Марина Силина. Она вручила артистам благодарственные письма, а также почетные звания и нагрудные знаки. Торжественная церемония завершилась спектаклем «Камень счастья», который стал лауреатом многих российских и зарубежных фестивалей. Напомним, что история театра началась с театра эстрадных миниатюр, который был создан при поддержке первого президента республики Михаила Николаева. А статус театра юного зрителя Якутии он получил в 2008 году. Театр – это друг, дом и жизнь. В театре работают люди, бескорыстно любящие свою профессию. Вот поэтому они работают беззаветно и преданно. За это им огромное человеческое спасибо. В дальнейшем мы будем работать по девизу «Патриотизм. Будущее России». Вот поэтому будем ставить спектакли патриотической направленности. Теперь о спорте. В Якутске впервые прошел турнир по хоккею, посвященный памяти Валерия Егорова. На лед вышли 4 команды из Якутска, Мирного и Нерюнгри. Соревнования организовали по инициативе мамы юного хоккеиста при поддержке Министерства по физкультуре и спорту, Федерации хоккея и школы по зимним видам спорта. О достижениях на турнире команды из Нерюнгри в сюжете. Валерия Шмидт играет в хоккей с 5 лет. Сначала пришла в секцию вместе с братьями. И сейчас заслуженно получила звание лучшего защитника. Сыграли мы довольно хорошо, но чего-то не хватило до победы, до первого места. Не хватило сил, что ли, духа больше. Еще один представитель команды из Нерюнгри удостоен звания «Лучший вратарь». Саше Лиханову 10 лет, а с 4 он уверенно стоит на коньках на защите ворот. Я хотела раньше быть вратарем, и меня, когда мы должны были с 11 годом играть, мне тренер принес щитки и говорит: одевай. Но я и встал на воротах. Нерюнгринские хоккеисты выражают особую благодарность организатору турнира – маме Валерия Егорова, игравшего в команде «Полярные волки». Валерию Егорову было всего 5 лет, но несмотря на столь юный возраст, его отличал особый талант в хоккее. И тренеры приглашали его готовиться с ребятами на 2 года старше. Он даже был талисманом команды 2010 года рождения. В республиканском турнире по хоккею приняли участие 2 команды клуба «Полярные волки», Мирнинская «Алмаз Алроса» и Нерюнгринская «Энергия». Возраст игроков 11-13 лет. У нас было 2 пятерки, и ребята, получается, играли в 2 смены и не успевали даже отдохнуть, поэтому было очень тяжело. Хотелось бы, чтобы в следующий раз у нас поехало немножко побольше в составе. Юные хоккеисты занимаются 6 раз в неделю. Оттачивают технику, совершенствуют навыки для новых достижений на спортивных аренах республики и страны. Ирина Жданова, Захар Головин, Нерюнгри. Далее смотрите рубрику «Между тем», но я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Это программа «Между тем». Я Дмитрий Аргунов. Говорю вам здравствуйте. Пробы на бруцеллез возьмут у всех собак, содержащихся в приюте для безнадзорных животных Якутска, передает телеграм-канал мэрии Якутск. Об этом 21 ноября во время общегородской планерки сообщил заместитель руководителя департамента ветеринарии Якутии по городу Якутску Виктор Семенов. Департамент ветеринарии – это уполномоченный государственный орган по обращению с безнадзорными животными, отмечаем. Как отметил Семенов, у 5 собак в пункте передержки животных в Якутске выявлен бруцеллез. Еще у 4 результаты сомнительные. Такие пробы пришли из лаборатории в Москве.
Теперь пробы будут брать у всех собак в приюте поголовно. Всего их содержится около 1000. Также введен карантин на прием и выпуск собак. За прошедшую неделю в Якутске было отловлено 102 безнадзорные собаки. Их поместят в филиал пункта передержки по улице Автодорожной. По приказу Минсельхоза России животные, у которых были обнаружены положительные пробы, должны подвергнуться усыплению в течение 15 дней. Но директор пункта передержки Екатерина Безрученко не согласна с таким подходом. По ее словам, зараженных собак можно вылечить антибиотиками. Что такое бруцеллез? Бруцеллез собак – это инфекционное заболевание, вызываемое микроорганизмом Brucella canis, которым болеют собаки всех пород. Возбудитель болезни передается механически. Проявляется вспышками абортов, репродуктивной недостаточностью, увеличением лимфатических узлов и иногда поражает костно-суставную систему. Хотя возникновение бессимптомных инфекций у собак не редкость. Заражение может происходить при контакте с больным животным через слюну. Поэтому при санитарным нормам людям царапинами и ранами запрещается контактировать с животными. Увидимся.